Згодна з проектом, новий корпус больниці буде прибудований до вже існуючих і зв'яжеться з ними галереями. Зараз завершаються роботи по зведенню цокольного поверха. Технологія – монолитні каркаси з заповненням газобетонними блоками, з вентилированными и комбинированными фасадами. Интересно то, что этот объект находится в центре города и пристраивается к существующему зданию. Да? Это есть небольшая трудность, никогда не знаешь, что в земле, тем более в старых существующих зданиях. Ну, можно сказать, что это интересно. Интересно, конечно, что этот объект имеет высокую социальную значимость. Вот, наверное, у каждого есть дети, каждый за них переживает, поэтому строим как для себя. Перша черга робот уже завершена. Зроблений демонтаж былых воєнних складів, які знаходилися на гэтай території. Винесені сітки комунікації. У реалізації робот приймає уділ підприємство «Полессижилбуд», яке виступило і проєктировщиком об'єкта. Фінансування будівництва ведеться з обласного бюджету і резервного фонду президента Білорусі. Огульна сума об'єкта – 46 мільйонів рублів. Цокольный этаж заканчивается, следующий идет первый этаж. К концу года, то есть к Новому году, мы должны сформировать коробку, сделать стены наружные, возможно, поставить окна, закрыть контур для того, чтобы производились внутренние работы. При будові розмістяться 4 відділення на майже 140 ложків. Окрім нових площадей і утульних умов, тут планується і переоснащення обсталювання. Медицинское оборудование и встраиваемое, и не встраиваемое, оно заключается из разных источников. С Минздравом есть согласованность, что они закупают, ну, конечно, эти, как называем, тяжелое медицинское оборудование. Это МРТ, это ИВЛ-аппараты, кювезы. Какая-то часть закупается из бюджета областного. Ну, что будет поручено нашей больнице, мы, поверьте, тоже готовы к этому. Будинок нового корпусу планується побудувати наприкінці бягучого року. Далі поставку медицинського обсталювання і увод у експлуатацію. Євгенія Мороз, Олександр Свіцький, телерадіокомпанія «Брест».